Здравствуйте, мои дорогие! Вот и настала долгожданная пятница. Недаром этот день вызывает у нас такие положительные эмоции. Ведь это не только конец недели, но, как говорят мои подруги и астрологи, это день Венеры. А что же это такое? Что же нужно сегодня делать? Мы узнаем с вами прямо сейчас. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Давайте начнем. Уже несколько лет я, как и многие из вас, наверное, интересуюсь астрологией и фэн-шуй. И именно о дне Венеры я узнала оттуда. Сейчас ко мне в студию придет девушка, на которой я подписана в Инстаграм, и с удовольствием читаю ее посты. Ее зовут Вера Троева, и, как, наверное, вы уже догадались, она астролог. Вера, здравствуй. Привет, здравствуй. Как у астролога, я хочу тебя сразу знать, что же это такое? Астрология. Астрология – это очень древняя наука, она существует уже более 3000 лет. Астрологи, конечно, бывают разные, да, но в целом те, которые это практикуют по-настоящему, которые учились у именитых учителей, у которых действительно большое, хорошее образование, это все-таки не предсказание, это более точная наука. То есть ты родился в такой день, значит, у тебя будут вот такие-то события. То есть, когда человек рождается, именно день рождения, год рождения и время уже определяет его дальнейшую судьбу. Да, так и есть. Да, как интересно. А вот как ты к этому пришла? Я сама очень давно, у меня мама на самом деле очень давно интересуется астрологией, и я с детства тоже у меня была к этому тяга, но когда я начала ходить сама по астрологам, они все говорили что-то разное, я подумала, где же истина, и начала учить сама. Да, и когда ты узнавала, тебя это все больше и больше затягивало. Да. А кто твои учителя? Я училась у Лили Анту, это одна из самых лучших мастеров фэн-шуй и бадзи, у Рэй Мандало, у Тони Тана, у Лилии Любимовой и у других российских астрологов и бадзистов. Как интересно. А вот как тебе кажется, почему людям так хочется узнать вот такое неизведанное, неизвестное? Людей это притягивает абсолютно, мне кажется, всех, потому что даже самые скептики, друзья, с которыми мы встречаемся где-нибудь на вечеринках, они все равно что-то доспрашивают, потом говорят, да не, я все равно в это не верю, а потом звонят и говорят, Вер, а можешь там посмотреть, мне в этот день можно машину покупать, например? Поэтому людям это всегда было интересно, вот это вот движение планет, это же все не зря тоже. Ну, конечно. И сейчас я вам по секрету расскажу. Когда мы готовились к эфиру, мы с Верой провели минут 10 в нашей гримерке. И я уже очень много о себе узнала. А если не секрет, какой запрос сейчас у людей нашего времени? Первый запрос – это деньги. Даже не сколько сами деньги, а найти свое призвание. Это вот номер один. Второе – это каким образом зарабатывать деньги лучше всего. И третье – это, конечно, любовь, где найти мужа, жену. Где найти любовь. Да. Хорошо. Вот ты не только астролог, ты еще и психолог. Да. И я не могу не спросить. Это из личного опыта. Вот у меня есть знакомые, которые говорят, что вот им астролог сказал, что их ждет какой-то головокружительнейший успех в бизнесе, но при этом они сидят на попе ровно и ничего не предпринимают. Вот как ты направляешь таких людей? Тут, конечно, можно задействовать психологию, говорить, вот, давай. Но на самом деле у каждого человека есть свои хорошие года, десятилетия, циклы, когда ты действительно можешь многого добиться в этот год. И когда у человека очень хорошая карма, он чаще всего расслабляется. То есть, когда все дается легко изначально, человек сидит, думает, вот, мне как-то денежки эти придут, я не знаю, чем мне заниматься, может быть, там, не знаю, муж поможет, да, еще как-то. Поэтому можно мотивировать какими-то приемчиками астрологическими, но тоже этим злоупотреблять не стоит. Потому что если человек не хочет, окей, но нужно его предупредить, что у него большие способности. Вот ты сказала карма, да? Сейчас очень много говорят вот про призвание, да, то, что Вселенная нам помогает, да, она исполняет наши желания. А вот что же такое карма? В западной астрологии есть кармические задачи.
То есть, если ты родился в такое-то время, то у тебя есть своя кармическая задача, по которой ты должен идти. И если ты по ней не идешь, тебя может заставить по ней идти жизнь. Это чаще всего бывает жестко. Поэтому обычно у людей в 36-38 лет бывают большие-большие изменения в жизни. Поэтому лучше знать свою карму заранее на самом деле. Точно, да. Вот. И у меня есть знакомые, которые именно в этом возрасте предпринимали какие-то, ну, меняли вот свою Да. жизнь вот очень сильно. Это значит оттуда, да. Да. А что делать, чтобы вот сейчас в этой жизни, чтобы в следующей жизни у тебя была хорошая карма? Все верят в бумеранг, да, думают, что вот если ты будешь делать хорошо или будешь делать плохо, тебе это как-то воздастся. На самом деле нужно настроить свое мышление. Это мой самый главный совет. Нужно мыслить позитивно. Понятное дело, что я никого не призываю идти убивать, да, и делать, что хотите. Нужно относиться ко всему хорошо. Но если вы будете, даже если вы какую-то мелкую пакость сделаете и будете думать, что вас сейчас накажут, вас действительно накажут, потому что вы сами к себе это притягиваете. Поэтому только позитивное мышление. Позитивным. Вот, например, бывает в жизни, да, что вот что-то не получается постоянно, там, тебя обижают, да, и вот как тогда мыслить позитивно, как себя приучить мыслить позитивно? Можно ходить на йогу, слушать мантры, ходить на всякие тренинги, да, но пока ты сам этот тумблер не переключишь в своей голове, бесполезно. Можно кучу денег на психолога потратить. Поэтому я призываю каждого попробовать самим справиться вот с какими-то вот своими трудностями. И во всем видеть позитив. Потому что если мы сегодня, например, говорим, ой, у меня там не получилось то-то, завтра тоже что-то не получится. А если, например, сегодня не получилось что-то, и ты говоришь, ай, да ладно, все равно пустяк, да, завтра будет еще лучше. Действительно, завтра будет лучше. Поэтому, что бы плохое ни случалось, надо все время говорить, я в потоке, у меня все хорошо, я в потоке. Мне очень нравится твоя позиция, потому что очень часто даже, ну, даже я могу так говорить, да, вот у меня не получилось из-за того, что там вот так получилось. И, ну, опять же, перекладывать ответственность, да? Да. Как тебе, вот как ты консультируешь людей? Это при личность речь проходит или как? Так как моя карта – это карта заядлого путешественника, я никогда не сижу на месте, даже вот сейчас в Якутске я всего на 2 недели, потом лечу в Москву, Сочи, Ницца, поэтому, конечно, постоянно оффлайн я консультировать не могу, поэтому 95%, наверное, это все-таки онлайн консультации, либо по видео, либо же по аудио. Ну вот в классное, да, время мы живем, Да. когда уже нет такого, что нам мешают километры, все можно делать онлайн. Вот мы познакомились с Верой, астрологом. А кто же, вот если мы говорим сегодня про День Венеры, Вера в обычной жизни, вот как ты себя радуешь, как ты подпитываешь свою женскую энергию? Да, у нас сегодня такая классная тема, да, День Венеры. Очень важно прорабатывать свою Венеру. Почему пятница? Потому что в пятницу нам нужно... Девушки в пятницу обязательно должны быть красивые. Это номер один. Да, просто. уже можно галочку поставить, мы это уже сделали с тобой. Да, спасибо, ты тоже очень красива. Вот, нужно ходить в какие-нибудь театры, развлекаться, баловать себя. А мужчины должны в пятницу дарить девушкам подарки. Они так будут прорабатывать свою Венеру. Вот так вот. Понятно всем, что нужно сегодня сделать. Да, только так. Ну вот у всех своя судьба, да, все индивидуально. А какие ты можешь дать советы, ну просто универсальные советы для счастливой жизни? Это нужно обрести гармонию с собой. Нужно быть довольным. Понятное дело, что, например, если у тебя не очень какая-то жизнь, которая тебе не нравится, ты все равно должен ее принимать такой, какая она есть сейчас, с надеждой в хорошее будущее. Потому что если ты будешь на все агрессивно реагировать, там, грязный город, плохая работа, все друзья какие-то не друзья, да, то так и будет. Поэтому нужно это все принять, осознать, что-то, может быть, отсеять и обрести гармонию. А гармония в первую очередь идет от тела. Поэтому сначала нужно телом заняться, чтобы у тебя ничто нигде не болело, и потом уже переходить на ментальный уровень. Интересно, именно с тела надо начать, потому что вот, Да. ну, храм нашей души, да? Да. А что для тебя счастье? Как ты его можешь характеризовать? Счастье – это какое-то, мне кажется, должно быть обычное состояние внутри тебя. То есть без плохого не бывает счастья. Если бы всегда все было хорошо, мы бы не знали, что сейчас у нас счастье, да? Поэтому Это точно. нужно радоваться, мне кажется, вообще всему.
Поэтому для меня счастье это что-то такое огромное, всеобъемлющее. Счастье это все. Даже плохое что-то может быть для тебя каким-то счастьем, потому что оно приводит тебя к чему-то лучшему. Ты Это становишься точно. сильнее, например. Вот астрология, да, она может поменять судьбу? Астрология, она не то, что меняет судьбу, она дает какую-то дорожку. И это не прямая дорога. То есть, если вы ко мне приходите на консультацию, я не говорю, что вот завтра будет то-то, послезавтра то-то, и ты должен быть только психологом, иначе вообще все, крах. Нет, у тебя есть выбор, и на самом деле свою карту можно менять, прорабатывая какие-то планеты, например, прорабатывая свою Венеру. То есть, если ты не можешь выйти замуж, значит, может быть, у тебя какая-то Венера пораженная, может быть, над ней стоит поработать определенными практиками. И какая бы у тебя карта не была сложная, ее всегда можно вывести в хорошее русло, то есть не бывает плохих карт. И именно этим занимается астролог. Он помогает людям Да. понять, осознать себя и понять свое предназначение. Да. А если человек не поймет свое предназначение, он будет жить так же, как живет, что же с ним будет, может быть? Предположим, предназначение заниматься карьерой Мгм. и чего-то достигать в этой жизни. Мгм. Такое может быть предназначение. А девушка вышла замуж и сидит дома, Мгм. рожает детей, ей это все в радость, там, суп, борщи. И что случается? К 36 годам, либо даже, может быть, еще раньше, муж уходит к кому-то другому, либо же еще какие-то причины развода, расставаний. То есть жизнь ее заставит, чтобы она шла, работала, достигала чего-то. Вот, да, жизнь заставит. Это значит, она посылает знаки. А вот как научиться именно видеть знаки, знаки судьбы, что именно она тебя ведет, пытается увести в то русло, которое нужно Ага. тебе именно? У многих людей есть очень сильные ангелы-хранители, скорее всего, это наши предки, да, которые о нас заботятся и берегут. Поэтому желательно знать свое семейное древо. И знаки могут быть совершенно любые. Это все на нашем подсознательном уровне. То есть, например, ты идешь, на тебя перышко падает, и у тебя что-то в голове вспыхивает, и ты думаешь, о, вот оно. Или как недавно было там что-то, клиентка говорит, я увидела вашу рекламу, и я поняла, что это знак. То есть для нее это было знаком. Для кого-то это была просто реклама. И человек сам определяет, что для себя знаки. И если ты хочешь, если у тебя в голове есть вопрос, ты на него ответ найдешь. Если же ты ходишь такая шаляй-валяй, как бы ничего тебя не интересует, то и знаков тебе никаких не будет, потому что ты их просто априори не будешь замечать. То есть, если есть какая-то вот, в голове там нерешенная задача, например, да, Да. мне нужно четко сформулировать свой запрос, Во Вселенную и Вселенная отправить. нам помогает. Это как Менделееву, которому приснилась таблица. Да. Да, и очень интересно. А кто к тебе больше обращается, мужчина или женщина? Конечно же, женщины, но мужчин тоже много. И чаще всего это бывает так, что женщины записывают своих мужей, и я настоятельно не рекомендую так делать, если мужьям это не надо. Но, как показывает практика, на самом деле мужчины просто стесняются. И сначала они такие сидят, ну, как бы вопросов нет. А потом под конец уже, а вот это. Ну, мужчин, конечно, больше интересует бизнес. Бизнес. В первую очередь Ну, мужчины у нас бизнес. добытчики, конечно. Ага. Вот. Да, здорово, Вера. Ну, большое тебе спасибо за твои советы, даже вот, за те советы, которые ты мне дала в гримерке. Вот я так много узнала о себе за эти буквально 5-10 минут. Я буду применять твои советы. И вам, дорогие телезрители, я советую делать то же самое. Желаю тебе успехов, чтобы у тебя было много-много клиентов, тем самым больше счастливых людей у нас на земле. Спасибо большое. До свидания. Вот как сказала Вера, да, в нашей жизни все случается не зря. И готовясь к нашему сегодняшнему волшебному эфиру, я вдруг случайно наткнулась на девушку, которая буквально говорит на языке камней. И это мне стало так интересно, я сразу хотела разузнать, как же она это делает. И, конечно, пригласила ее сегодня к нам в студию, чтобы и вы с ней смогли познакомиться. Я приглашаю хендмейд-мастера Александру Гермогенову. Здравствуй. Здравствуйте. Ну вот я уже представила тебя как девушку, говорящую с камнями. Ну, рассказывай, что это такое, как ты к этому пришла?
Меня зовут Александра Гермогенова, и я очень люблю натуральные камни, занимаюсь натуральными камнями в плане того, что я составляю именно камни, да, подбираю под человека, которые ему помогают на различные ситуации в жизни. И занимаюсь я этим очень давно, и сейчас у меня есть магазин из натуральных камней. Находимся мы в проспекте, в торговом центре «Проспект». Хорошо, ну, просто взять и начать заниматься камнями, это же вот не просто так. Да. С чего началась твоя история? Да, конечно, у меня история не волшебная, не с того, что я с детства любила камни, да, а в 2013 году, когда я родила своего первого ребенка, я сидела в декретном отпуске, и, соответственно, чтобы как-то помочь материально своему мужу, я, можно сказать, делала контрольные работы и дипломные работы студента. Мне это немножко поднадоело, и тогда моя родная сестра предложила сделать на продажу браслеты из натуральных камней. На самом деле это, скорее всего, было из-за нехватки денег. Я эту идею поддержала, мы начали все это дело делать, и в конце меня это очень сильно завлекло, что я прям начала изучать камни, искать поставщиков, изучать свойства лечебные, магические свойства камней, да, хорошую фурнитуру. И спустя, получается, через 6 лет, вот большую часть моей жизни, конечно, это занимает уже моя работа и мои натуральные камни. А как твоя семья к этому относится? Как муж относится? Как дети? Муж сперва, когда я вот это все начала делать, он был главным спонсором. То есть он мне дал денег, чтобы я начала именно заниматься натуральными камнями. Я закупилась, и он всегда меня поддерживал, но ему не нравилось, что я очень долго сижу в телефоне, потому что это все нужно было искать, да. А сейчас он так же, как и я, верит в магию, да, в свойства камней, и он как бы у меня такой хороший, что всегда во всем меня поддерживает, поэтому всегда только за. А как правильно это... Ну вот как подбирать камни? Вот, например, ты брюнетка, тебе подходит такой камень, либо ты родилась такого-то числа, тебе подходит такой камень. Как ты это делаешь? Да, это тоже такой сложный вопрос. Я сперва подбирала камни по знаку зодиака человека. Вот. Потом я как-то после того, как родила, была уже у меня 3-я беременность, я нашла в интернете одну женщину, которую зовут Анна Гак. Она очень хороший литотерапевт, она гемолог, живет в Канаде. И я начала с ней списываться и купила у нее очень большой курс. И теперь я именно подбираю камни натуральные по дате рождения человека, составлением его психоматрицы. То есть я сперва составляю квадрат Пифагора, смотрю на характер человека и уже соответствующие камни к нему подбираю. Ну давай посмотрим. Давайте. Давайте посмотрим на твои работы. И вот, например, если человек говорит, что он в себе не уверен, ну, то это тоже может помочь, да? Да, у нас есть камни для людей, которые не уверены в себе, да, это бывает обычно гранат. Но также, смотрите, Какая красота. получается, гранаты есть, бывают большие, это для тех людей, которые реально, ну, не уверены в себе, сложно принимают решения, да. Также есть гранаты маленькие, это для тех людей, у которых есть уверенность, но иногда они просто об этом забывают. И обычно гранат, человек, который уверенный в себе, он не должен носить, потому что он становится просто скандальным. Это есть, да. Это есть, я тоже за собой такое замечала, поэтому как бы человек должен знать, может ли он носить гранат в большом количестве или все-таки не рекомендуется. Вот я же как раз тебя хотела и спросить, может ли камень навредить, если вот просто брать, ой, красивое, там, красиво блестит и надеть. Да, это может быть такое, это у нас относятся гранаты, и еще второй камень, это у нас раух-топаз. Это камень, тоже его не должно быть много, потому что если у человека в психоматрице очень мало четверок, то есть со здоровьем проблемы, да, он просто в эмоциональном плане тоже не сможет выносить вот этот камень. Даже так? Да, поэтому его тоже нужно добавлять очень-очень вот говорят, мало. Же, допустим, очень сильные имена давать, да, Да. как-то вот может быть немножко опасно, да, и с камнями та же история, да? Да. Вот честно, я видела такие браслеты у многих моих знакомых, но они все носили их по-разному. Кто-то вот
тут покажи, пожалуйста, вот сейчас, как надо правильно носить вот такие сильные камни. Вот это вот у нас получается браслеты, они сейчас у нас очень известные, да, за счет у нас бусин Дзи. Бусин Это Дзи, я тибетские, слышала да, такое, да. да. И их носят именно на пульсе, на левую руку лучше носить, потому Можно, что когда... да, я это, или Да. они уже стали? Нет, вы можете их попробовать, потом Ага. просто человек сам очистит, зарядит. Поскандалить захотелось сразу. Да, там гранат есть. И именно вот когда человек выходит в общественное место, все-таки закрывать именно левую руку, потому что то есть вот через так? левую руку сердце рядом, и через левую руку именно к нам приходит вся негативная энергия. Кстати, я это же чувствовала на подсознательном уровне, допустим, вот Инстаграм, да? У меня была какая-то вот такая фотография, и я как-то внутренне почувствовала, что вот так прям открыто ладошку показывать, наверное, лучше не Да. стоит. Да, это мы Интересно. все чувствуем, просто нужно именно прислушиваться. Прислушиваться. Да, также вот есть здесь, например, для любви, то есть камни, да, то есть камни Покажи, бывают... пожалуйста, как они выглядят для любви. Это да, что? это мы подбирали камень для женщины по ее Ага. дате рождения именно на семейное счастье. То есть Хорошо, она а уже какого- замужем. где он из них? А вот эти вот все по дате Все рождения. по дате рождения, Да, да? это А для любви что? для любви розовый кварц. Розовый кварц, Да. девушки, розовый кварц, Да, запоминаем. это у нас есть вот такой, можете еще увидеть, вот такой камень в виде Ой, сердца. какой он классный. Да, Можно я он потрогаю? да, полностью натуральный, просто полированный. Такие у нас в продаже тоже есть. Это очень Ага. хорошие камни, которые можно поставить именно у себя в спальне. А ты знаешь, почему я вот спрашиваю, можно ли потрогать? Потому что одна тоже моя знакомая, у меня так много знакомых, она, я помню, вот так браслет лежал, Ага. и я сказала, ой, какой классный, хотела взять. Она так сразу сказала, нет, не трогай, там только моя энергетика. Да. Это так? Да, и то есть, когда я делаю камни, отдаю и заказчику, да, и обязательно я даю инструкцию в распечатанном виде. И там написано, как нужно очищать правильно камни и как нужно их заряжать. И после того, как человек уже зарядил, он уже старательно, как бы должен стараться не давать трогать людям свои камни. Ну, конечно, если вдруг нечаянно, да, можно ничего не сказать. Просто бывает иногда девушки, которые прям это, прям, нет, не трогай, да. Ну, так тоже относиться нельзя, но все-таки давать мерить даже подругам, даже маме свои камни не стоит. Но если ваши дети трогают ваши камни, либо муж, то это ничего страшного, потому что это наши самые близкие люди. А также у детей считается, что до 12 лет энергия мамы присутствует. Энергия, класс. Да. А я вижу, ой, какая прелесть. И вот такие камушки, они превращаются, их Аметист, это, да. их превращают вот в Да, такие, вот он да? находится. Ага. Вот как раз он есть. Такой красивый. Вот, Вот это сотворила сама природа, да? Да. Вот это лежало в земле много-много-много тысяч лет, и всю энергию, которую это накопило, можно взять и использовать для Да, себя. Да, именно вот за что я люблю натуральные камни, за то, что они природные. Классно. И вот такие вот это периты. тоже камень? Да, это перит, это камень для удачи. Для удачи. Да, это он у нас вот такой вот. Это мне надо все с собой носить. Я с собой таскаю такой большой Прям такой, глобус. а сумку, можно я потрогаю после эфира твою сумку? Я ее, по-моему, чиститься оставила дома. Я их периодически надо чистить. Да? Да, это А как чистить обязательно. камни? Вот, допустим, вот твои клиентки, да, ну вот, может, они нас сейчас смотрят. Как чистить камни? Да, камушки должен человек взять, и мы обязательно чистим соли. Соль должна быть у нас морская. Морская. Да, то есть поваренная соль для еды, она не подходит, потому что она сваренная уже никакой энергетики в себе не несет. Поэтому лучше взять морскую соль для ванны, посыпать чуть-чуть ее в емкость, сверху кладем все наши браслетики, все наши нужные камушки и засыпаем еще сверху Еще- солью. прям полностью, чтобы не видно Да, было. да, и оставляем так на ночь, от 1 ночи до 3 суток. И потом уже на следующий день ее вытаскиваем, встряхиваем, промываем наши браслетики под водичкой. И пока никто не видит, чтобы нам никто не мешал, мы держим их вот так вот ближе к себе сердцу и представляем свою жизнь в настоящем. То, что мы мечтаем, как будто оно уже есть. Уже И мы не должны использовать слово «нет». То есть Вселенная ее заглатывает, считается, и если когда человек... Она не знает слова. Да. «нет». А она, когда мы говорим «я не болею», слышится «я болею». Поэтому мы должны говорить «я полностью здорова», «моя семья защищена». И вот такими вот словами именно все свои пожелания сказать и носим. Это называется зарядка. Смотри, еще я хочу узнать, да? Вот у меня был браслет такой, я его уронила. И там вот самый вот главный камушек, он треснул. Можно ли носить такие треснувшие браслеты или нет? Нет, если камушек маленький потрескался, ничего страшного, да, но если сама бусина Дзи, у вас Дзи потрескалась? Ну да.
Ну вот если она раскалывается, то считается, что она уже всю свою энергию вам отдала. Да. Да. Ну вот как, насколько люди нас интересуются? Вообще, насколько люди тянутся? Да, у меня это очень больная тема, потому что мне муж все время говорит, ты пошла, у тебя, говорит, бизнес очень сложный, ты пошла по самому сложному пути, да, потому что камни нельзя сесть, как тортики заказать новые, да, или не сделаешь ресницы, и через 3 недели приходишь еще раз, да, то есть, говорит, у тебя самое сложное, вот не все люди понимают, ну, как бы деньги отдавать за камни, вообще камни нельзя кушать, ну, вот, но мне, да, как... Мне очень нравится просто заниматься этим, и люди это чувствуют. У меня заходит просто в Инстаграм-страницу, смотрят мои сторизы. Мы недавно как раз всей семьей приехали с путешествия тоже. И люди тянутся, смотрят, интересуются, пишут, заказывают, и очень много заказов. Что я иногда периодически просто закрываю принятие заказов, потому что когда я все сама принимаю заказы, в магазине сама стою, да. Как ты молодец. Да. И делаю все браслеты, стараюсь, слушая мантры. Да, исполнение желаний, поэтому я всем говорю, что я как не китайская фабрика, поэтому очень большая. Ты заряжаешь свою энергетику. Вот почему, да, именно если их делать в промышленных масштабах, то, конечно же, теряется душа, а ты вкладываешь душу, мне кажется, самое ценное. Да, каждую бусинку прям стою, подбираю с любовью под каждого человека. А я вижу тут еще что-то очень интересное. Давай, можно, я покопаюсь? Да, это можно. Это у нас камушки натуральные. А это что за первое? Это шунгит натуральный у нас из Карелии. Я ее заказывала. Она используется вот здесь двойным скотчем для водителей. А бывает вообще это очень хорошее, именно очищает все пространство. Пирамидка, да, любая пирамидка очищает пространство, а именно шунгит еще защищает от электромагнитных излучений. Вот. И также они используются именно для очистки камней. То есть их мы кладем, например, на стол вот так, да, и сверху браслетик, и оставляем на ночь. То есть это очень хороший именно очищающий такой действие дает. Да. А если в машине повесить, вот, ну, положить вот так вот? Да, это тоже для защиты водителя, а также вот там же у нас очень много электромагнитных излучений, вот это все, и чтобы, конечно, была хорошая дорога. Хорошая дорога. То есть девушки могут подарить такой камень своим любимым мужчинам. Да. Так, а еще что у тебя есть? А у нас еще есть горный хрусталь натуральный, есть флюоритик, это камень, например, для учебы. Вот эти вот 3 камня для учебы, это для того, чтобы принимать правильные решения. Флюорит, чтобы учиться с удовольствием. Особенно, почему-то очень многие мальчики берут, приходят с мамами и прям покупают. И им очень интересно. Есть, родитель же может брать ребенку? Да, да, и он носит с собой. И вот этот лазурит, это тоже для учебы, но он более строгий такой, больше, наверное, для взрослых, а вот такой вот флюорит больше детям, получается, да. Есть также этот розовый кварц тоже, и есть девочки, помним, да, любовь. Да, да, любовь. Вот с этим вот аметистами вот так вот очень хорошо берут и ставят именно в спальню с мужем, чтобы было взаимопонимание. Это для чего ты сказала? Это хризокола, камень для творчества, чтобы красиво говорить. С самого начала, когда ты начала их вытаскивать, это же он и есть. Да. Да, я вот именно смотрела на него. Именно сейчас у меня есть такой запрос, что мне кажется, мне не хватает творчества, мне хочется там потанцевать, порисовать, да, именно, ну, тоже та же самая женственность, да, она же прокачивается. Да. Вот, и мне кажется, он мне очень подойдет. Да. Ну, такие вот камушки, то есть каждый камень имеет свое значение, и в жизни человек очень хорошо помогает. Ну, отлично. Александр, большое тебе спасибо. Я вот так вот, пока ты еще не ушла, я буду так держать. Держу. Чтобы удача вам улыбалась, да? Да, чтобы удача мне улыбалась. Ты мне открыла сегодня прям новый мир. Да, я не знаю, ну, я подозревала, но не знала, что это все настолько глубоко. Дорогие телезрители, сейчас будет совсем короткая реклама, не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин». И сегодня мы говорим о том, что нас радует, то, что нас наполняет. А я еще хочу рассказать, что меня очень наполняет путешествие. В первый раз мы решили показать море нашей дочке, когда ей было 3 года. Мы купили билеты, купили путевки. И только когда мы все это сделали, у меня вдруг проснулась паника и тревога.
а что же нужно брать с собой, чтобы путешествие с ребенком было комфортным, а главное безопасным. И я думаю, многих из вас этот вопрос тоже очень интересует. И поэтому прямо сейчас в моей студии гостят Сарглана Сивцева и ее маленькая дочка Диана. Они буквально на днях прилетели из Южной Кореи, где они были 21 день. Да. Да, ну вот как ваши Здравствуйте. впечатления? Здравствуйте. Да, вот мы позавчера, в среду утром, буквально Ага. прилетели всей семьей. Мы были в Южной Корее целых 3 недели с мужем. С нами ездил еще старший сын, ему 6 лет. Мгм. И вот мы были не только в Сеуле, но были в Пусане и на острове Чеджу. С двумя маленькими детьми. Да. Ну, что тебя сподвигло, да, вот на такие путешествия? Ну, меня, как и всех, также очень сильно вдохновляют путешествия, потому что как бы один день в другой стране или в другом городе, да, это равно 10 годам у себя дома, как будто бы столько Есть такое. впечатлений, да, и новых ощущений. А как, ну, старший, ну, вот сын, он постарше, да, ну, наверное, ну, ему было комфортно. А вот малышка, ей же даже годика нет, 11 месяцев. Как она себя вела? Диана вела себя очень хорошо, за ее маленькими плечами уже небольшой опыт, 7 перелетов, начиная с 5 месяцев. С 5 месяцев, да? В 5 месяцев я одна тогда без мужа ездила с 2 детьми в Санкт-Петербург и потом в Новосибирск. Классно. А вот тебя часто, когда ты была маленькая, куда-то вот возили? Нет, на самом деле нет. Впервые я из Якутска вылетела где-то в 9 классе, полетела в Москву, потом сразу в Германию. Я училась в немецкой школе и тогда вот изучала немецкий язык. И вот, наверное, потому что в то время возможности особо не было выезжать. И как бы сейчас поэтому я хочу своим детям показать весь мир. Классно. А вот меня, да, как мама, больше всего интересовал вопрос, чем я буду ее там кормить? Да, другая еда, да, возможно, острая там. А вдруг ребенок откажется есть? Как Да. вы вышли из этой ситуации? Ну, насчет сына у нас там вопросов не было, потому что он кушает примерно то же, что и мы. А вот дочка, да, мы на первое время взяли еду, растворимые кашки, там пюрешки на прогулку, снеки, там перекусы, печенюшки. Но я пожалела о том, что не взяла побольше, потому что, оказывается, в Корее там смеси очень много, различных баночек, да, а вот растворимых каш такого понятия, оказывается, нет. Потому что они сразу после отмены смеси сразу переводят на общий стол. Общий стол. Сейчас я вам тоже расскажу маленький секретик. Вчера мы с Саргланой встречались и вместе собрали все то, что бывает необходимо маме. И сейчас, чтобы наш эфир был максимально полезным, мы расскажем, что же нам будет нужно. Так, с чего же мы начнем? Я потихонечку... Давайте мы начнем вот с детской подушки, да, для автокресел. Но его, в принципе, вот эту подушку можно использовать и в самолете, и вообще в поездках вот внутри страны, например, хоть на метро, да, если машину там арендуете, то тоже можно брать с Да, собой. это вот подушка взрослая, только она маленькая, да, и вот просто надеваем. Да, ребенку на чтобы шею, и он шея у может ребенка не спать. болела. Хорошо. Записываем, да? Мгм. Далее. Вот, допустим, новая страна, новые фрукты, ребенку, но он еще не может жевать. Да, у нас есть вот так. Да, для ребенка лайфхак. поменьше, да, я бы взяла вот ниблер, чтобы там, в какие-нибудь кусочки еды, там фруктов или овощей туда положить. Ниблер, это вот, знаете, это вот у него есть такая ручка, а здесь либо сеточка, либо, вот у нас силиконовая, да, и там есть дырочки, через которые ребенок как пустышку может сосать, и тем самым он получает фрукты. Да, еду. Хорошо. Вот это вот, я честно, я вот подошла, посмотрела, подумала, что это такое. Но говорят, это тоже очень нужно. Расскажи, что Да, это? это очень нужная вещь для тех детей, которые на смеси. Например, чтобы не таскать с собой вот огромную коробку, да, или баночку, вот можно сюда порционно вот положить смесь на весь день, например. Кстати, есть же Очень такой, удобно. да? Или у меня был такой случай, когда очень хочется спать ночью, да, мама не высыпается. И я делала смесь уже и ставила возле батареи, там возле своего там тумбочки своей, да, и так переживала, а вдруг это прокиснет. Да, вот и как раз для таких случаев очень удобно таскать себе сухую, а потом просто все перемешать и сделать свежую Да. смесь.
Так, это у нас... Непроливайка. Если, например, вы отправляетесь, особенно в жаркие страны, да, с собой надо иметь всегда под рукой водичку. Водичку. Вот и для этого нам Обязательно. вот непроливайка. Да, ее можно закрыть, в сумке вот как угодно таскать, и, ну, и ничего не случится, ничего не прольется. Так, вот наши кашки. Да. Я бы вот Хайнца взяла побольше. Я взяла только 2 или 3 коробочки, и этого, ну, чуть-чуть хватило. Да, обычно каша у нас бывает в картонной такой Да. коробке, что, конечно, если вы кладете к себе в сумку, занимает много места, а вот ее можно так сложить, и она совсем Да. не занимает много места. Еще у нас есть... Пюрешки. Вот такие Пюрешка. пюрешки можно взять даже на борт с корабля, говорю, самолета. Хоть в космос можно взять. Да, тоже занимает мало места, мало весит. Это тебе не стеклянная там Да. баночка, да, не разобьется. Вот, и еще, вот Саргалана мне сказала, то, что это просто необходимейшая вещь. Да, это муслиновые пеленочки. Они очень удобны в применении. Их можно... ими можно вот обтирать прям ребенка после ванночки, или если вы отдыхаете на море, вместо полотенца использовать, или если вы там путешествуете или гуляете там по торговым центрам, магазинам, ездите на метро, там везде кондиционеры Это включены. точно, да. И можно вот прикрыть ребеночка или даже колясочку. И еще вот не во всех гостиницах там, ну, не как у нас в Якутске, нет батареи. И вот такая пеленочка, она быстро сохнет. Да, очень быстро высыхает. Хорошо. И ее можно стирать, она многоразовая. Да. Отлично. Теперь про сам, собственно, самолет, Перелет. перелет. Вот как с ребенком, но... Ну, для ребеночка, да, надо иметь вот под рукой вот такие маленькие игрушки, которые ее займут там на полчаса, 20 минут, и тогда вот и вам удобно будет, и соседям, которые летят рядом Да, с а вами. я еще знаю такой совет, что игрушек надо купить и спрятать, а потом я достать такое в самолете и такая: вау, у тебя новая игрушка. Да, и да. ребенок, конечно, очень радуется, интересуется. Да. Так, у нас еще есть такая классная, вот я прямо очень хочу показать. Смотрите, пожалуйста. Это горшок для путешествий. Да, Особенно для девочек это прям вещь, которую надо иметь под рукой, да, чтобы Да. каждый раз не искать туалет, не бегать там по большому торговому центру, ну или вообще, да, избегать общественных туалетов. вот, смотрите, тут получается, тут ножки убираются. Ага, тут можно так вот все, можно положить на взрослый унитаз, а можно поставить на ножки. И знаете, что еще есть? Для меня прямо и открылся новый мир. Есть такие пакетики. Да, если вы на машине, в автобусе, да, вы можете просто вот пакетик, потом его собрать, и он еще в пакетик этот впитывает. Представляете себе? Так, хорошо. Теперь просто то, без чего я не соглашусь ни на одно путешествие с детьми, это удобный рюкзак. Вот я рюкзаки носила в школе, и потом я вот прям сознательно пошла за рюкзаком уже, когда я стала мамой. Вот такие стильные рюкзачки. Тут еще ты говорила, есть карман, который помогает Сохранять тепло, если, то есть горячая допустим, смесь, да. А что еще есть важное в том вот выборе рюкзака для мамы? Ну, тут очень много кармашков, и как бы если тебе какая-то вещь понадобится, ты уже знаешь, в каком кармане лежит эта вещь, и много времени не Можно занимает. положить Да, влажные поиск. салфетки, они Да. нам тоже нужны в путешествии. Маникюрный наборчик. Да, маникюрный наборчик. За время отдыха у детей все равно отрастают Да, ногти, конечно. обязательно надо Чем иметь под рукой. искать еще, да. А еще вот, да, когда ребенок только учится кушать есть, Да, ложечка, да? очень удобно иметь посуду собственную. Собственную. ложечку. Вот, сейчас я собственную посуду, собственно, и покажу. Вот, это такая посудка. Вот, смотрите, это контейнер. Да, он, получается, открывается и закрывается. То есть, допустим, если ваш ребенок покушал в ресторане и не доел, можно просто с собой забрать. Да. Да, очень удобно. Это очень удобно с собой таскать. Хорошо. Так, и, конечно же, если наш ребенок начинает чуть-чуть капризничать, да, мы сразу даем Снеки, печенюшки. печенюшки. Да, тоже с собой. Диана каждая. очень любит. Маме нужно таскать. Что же у меня еще есть? Да, вот. Это у нас... Да, вот вчера мы Такая. выбрали хипсид. Да. На самом деле я сама не пользуюсь этой вещью, но она бы мне очень понадобилась и выручила бы, потому Да. что когда вот сажаешь туда ребенка, вот руки у тебя Да, свободные. это как рюкзак. можно- Да, тоже рюкзак. Еще смотрите, вот оказывается, вот такие вещи есть. Вот, допустим, вот это на пояс, вот сюда. И можно, вот, ну вот, допустим, вот не Да, так держать, да, да. а посадить ребенка вот туда, Лицом к себе или вот так? лицом к себе, и просто вот так приобнять.
Классно, да? Нагрузка с рук снимается. Нагрузка с рук снимается. Так, есть ли у нас еще что-нибудь? Мы все показали. Все. Как тебе кажется, что самое главное в путешествии с детьми? Ну, в путешествии с детьми очень важно сохранять спокойствие. Именно мама. Да, ну, Спокойствие маме, мамы. не только маме, конечно, папе тоже. Папе Потому тоже. что дети, они сканируют нас как штрих-код. Мгм. Прям будут повторять наше эмоциональное состояние. Но если мы излучаем вот спокойствие, позитивный настрой, тогда вот и дети будут себя вести соответственно. Так, значит, для отличного путешествия с детьми нам нужно спокойствие родителей и все эти вещи для комфортного путешествия. А то, да, действительно бывает, что когда попадаем в другую страну, испытываешь небольшой стресс, когда нет именно тех вещей, которые нужны. Особенно если ты путешествуешь с маленьким ребенком, то нам очень важно, чтобы ему было там тепло, комфортно и, главное, безопасно. Какую страну вы хотите открыть следующей? Куда вы хотите? Мы мечтаем с мужем поехать в Америку. Возможно, Америку. да, поездить по штатам на машине с детьми. Было бы классно. Классно. Прям с детьми по штатам, да? Здорово. Ну вот получается то, что путешествие – это ваша семейная традиция. Ну, я бы не сказала традиция, но хотели бы, чтобы это стало традицией. Хорошо. Ну, здорово. Я как-то немножко поменяла свое отношение к путешествиям с детьми. И, ну, я вот даже смотрю, она такая спокойная, да? Всего 11 месяцев, она не плачет, ничего. Дети уже, они такие вот, какие-то более осознанные, наверное, даже становятся, да? Да, во время путешествия они очень здорово социализируются, уже не чужаются, да, других людей. И даже развитие идет как будто быстрее, потому что мы в первый раз, когда в деревню съездили на родину дедушки, у нее уже первый зубик на следующий день появился. Я еще знаю, вы прилетели, сразу начали ходить. Да, она вот в Да, среду малышка приехала, и начала. вот в тот день она уже предприняла попытки Хорошо. ходить. Большое спасибо вам, девочки, что были у меня. Мне было очень полезно, думаю, и нашим телезрительницам. А далее небольшая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин». Когда я была маленькая, я умела делать мостик, шпагат, лягушку, но, к сожалению, с возрастом моя гибкость сказала мне пока-пока. Но я хочу это исправить и уже придумала такой план, что буду вставать на 15 минут раньше всей семьи и буду выделять это время себе. Кто меня на это вдохновил? Опять же, в том же Инстаграме я увидела аккаунт чудесной девушки. Ее зовут Татьяна Амосова, и прямо сейчас она будет нашим гостем. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Ну вот, мы сегодня говорим с вами про... Ну, вы очень гибкая. Спасибо. Как начали вот растягиваться? Может, с детства вы тренировались? Нет, я абсолютно не занималась в детстве спортом. Более того, у меня была справка освобождения от физкультуры все школьные Даже годы. так? Ага. И после рождения детей я поняла, что надо уже заняться чем-то. Ну и вот мой выбор пал на йогу, растяжку. А как? Почему именно йога и растяжка? Но у меня не было возможности с маленькими детьми посещать студии, школы какие-то. Как я тебя понимаю, да. Да, и совсем нет времени, и я решила каждый вечер хотя бы попробовать сесть на шпагат. Ага. Вот это было. И через 1,5 месяца, когда я в первый раз села на шпагат, я прямо так вдохновилась, у меня столько новых мыслей появилось, как это все делать. Сперва, наверное, это было очень неправильно, как я делала, со стороны это было... Наверное, смотрелась глупо, но я не остановилась. Когда через 1,5 месяца села на шпагат, у меня прям второе дыхание открылось, я продолжила. Классно. А как ты договаривалась с самой собой? Ну вот дома же, ну вот рядом стоит диван, там стоит кровать, и ну что там ковыряться, да? Можно же полежать.
Ну, полежать можно, но просто каждый человек должен понять, что эти 15-10 минут очень, на самом деле, небольшое вот время, но очень полезное для здоровья, для поддержания тонуса организма, и что это надо вам именно, и не кому-то другому. Да, кстати, надо понять, что это нужно только вам. Да? Да. Вот и весь секрет победы над ленью. А ты растягиваешься каждый день. Я растягиваюсь каждый день. Я считаю, что нужно растягиваться 10-20 минут в день. Это должно быть регулярно, осознанно, чем вот один раз, но долго. А в какое время? Вот я хочу заниматься этим с утра. Но с утра делаешь такой скованный. Прям. Нет, с утра у меня это уже не получается. У меня детский сад, школа, работа. И это делаю после вот ужина, после того, как дети вечером? сделали все уроки, да, вечером. Да, интересно. Вот мне кажется, вот именно растяжка это очень женственно, да? Да, Потому что девушка должна быть грациозной, мягкой, да, и именно вот ты же занимаешься еще, получается, йогой, гимнастикой и растяжкой. Да. Ну, может, ты нам это покажешь сейчас? Давайте, И я небольшой даже комплекс. повторю. Может, пожалею завтра, но сейчас повторю. Давай попробуем. Я знаю, у тебя есть коврики. Да, а где? Мгм. Так, сейчас я их найду. В этой студии я ориентируюсь прям как дома. Вот. Чудесным образом у нас оказываются коврики. Я знаю, ты мне тоже принесла. Да, вот. Вот мы. Растягиваться лучше босиком или в носках, Мгм. Хорошо, я сейчас что это? сниму. более удобно. Ну, давай. Начнем мы с такого легкого упражнения. Это лягушка, все мы его знаем. Да, Нужно я же сесть, говорила, что я да, умею. прижать Умела. стопы поближе к корпусу, спину держим прямо. И вот такие вот небольшие махи ногами. У кого-то, если она вот такая вот, да, ничего страшного, на колени давить не надо, лучше вот чуть Аккуратно, да? Да. Девушки, если вы еще не на полу, прямо сейчас на пол садитесь и повторите за нами. Это упражнение очень хорошо раскрывает тазобедренные суставы, улучшает кровообращение, предотвращая варикозное расширение вен. Да, Да, так что это же очень очень полезно, распространенная да. проблема у девушек. В идеале, конечно, ноги должны лечь на пол. А вот если вот так я вот сижу, Ну ничего страшного. надо ли если- себя силой как-то вот насиловать, чтобы... Нет, сила не надо. Конечно, боль должна быть, но она должна быть приятной, она не должна Приятной. быть резкой там какой-то, да. Можно выпрямить одну ногу и уйти в наклон. Ладно. В наклон мы тоже не идем, значит, лбом, да, вот не надо вот так вот. Это тоже должно сгинаться все в тазобедренных. И ушли в наклон. Если у вас так классно не получается, как у Татьяны, да, давайте каждый день делать вот так. И всегда и А всегда сколько ты получится. занимаешься? Вот через сколько у тебя так получилось красиво? У меня коленка прям хочет подняться. Около 3 лет. Ну, 3 я года. начала в первый раз заниматься 3 года Да, назад. это вселяет в меня оптимизм. Да, это очень... Мгм. Следующее мы давайте на бедро Мгм. положим голень. Я Спину всё не правильно. забываем держать прямой. Рука снизу. Рука снизу, да. И подтягиваем ногу к себе. Тоже боли не должно быть, но чувствуете, что здесь вот растягивается нога. Да, чувствую. И вот в идеале нога должна прижаться к груди. Сейчас. Закруглять спину не надо. Лучше. Ладно. Ну и попробуйте рукой обхватить стопу. Как ты это сделал? Все. Я грациозная, Лай. Мгм. Да, тянется. Все очень хорошо. Классно. Ну и Да. со временем потихонечку спускаем ногу на пол. Я все правильно делаю? Потихонечку спускаем ногу на пол Ага. и сидим. Тоже очень хорошо эти упражнения, они на шпагат очень хорошо. Не, ну я чувствую, это очень классное ощущение, прям супер. Да. Мне мышцы сказали, эй, вы что? Да, вот прям. Вот, и из-за сидячего образа жизни у нас у всех страдает спина. Это точно. Прямо вот я просыпаюсь, и у меня сразу тут болит, да? Прям. Да. Если у вас абсолютно нет времени, вы можете в обеденный перерыв, хотя бы даже перед компьютером, сделать такие вот просто круговые движения плечами, обхватить руки в замок. А так я умею. У меня дочка так делала и сказала, ты так умеешь? Я сказала, конечно, и получилось. В замок. И если замок уже уверенный, то можно потихоньку отодвигать руки от позвоночника. Сейчас. О, нет, у меня не прям Тоже прилипло. это- Ага. Очень хорошо, уходит сутулость, раскрываются плечевые суставы.
Да, ну и упражнения на спину, это тоже всем известные упражнения, но с возрастом как-то мы их все забываем. Значит, нужно встать. Вот, это упражнение называется поза кобры, и, по-моему, она называется лягушка в гимнастике. Если вам Ой, больно это очень приятно, прям. в пояснице, очень то хорошо. можно вот на пол руки, да, вот. Вот так вот. Ну, со временем оно все должно вот так вот. И каждый день вот по 10 раз для улучшения. О, классно. Да, прямо он очень Очень хорошо приятно. вытягивает позвоночник и стенки брюшного пресса. Ну и можно поднять ноги. Как поднять? Вот так. А, вот так. Да. О, боже. Ладно, я так не могу. А Ну вот и у мам же, да, вот бывает то, что очень хочется заняться, но тут же дети там напрыгивают, да, как у меня сын сразу меня там у сверху. меня дети в силу своего возраста, они сейчас им это интересно, они повторяют за мной. А, то есть Да, мы это каждый можно вечер- делать всей семьей, с Да, детьми? конечно. Дочку я отдала в прошлом году на балетную школу, а сына на гимнастику. У нас это уже стало семейное. Здорово. Вот, то Вот есть вы и- своим примером приобщили всю семью к спорту. Да, конечно. И поднимаем одну ногу. Если сложно обхватить, то просто за лодыжку, да? Ну, так Если- это полегче. Если уже позволяет спина, то можно на полную руку и тоже уйти в прогиб. Это очень и для спины, и для плеч, для тазобедренных очень полезно. Ой, вы очень красиво, когда делаете эти упражнения. Ну и каждое упражнение требует компенсации, особенно позвоночник. Ага. Нужно лечь на Что такое спину. компенсация? Компенсация – это расслабить мышцы Расслабить. позвоночника. Да. После каждого комплекса упражнений мы должны лечь на спину. Да, ложимся на спину, поднимаем ноги и закидываем ногу за голову. Вау. И лежим так, очень хорошо вытягивается позвоночник, А. шею при этом шевелить нельзя. Ну и попробуем отпустить колени на пол. Ух ты. Я так сделаю дома, когда никто не будет видеть. На самом деле вот эти вот такой небольшой комплекс упражнений, а пользы от нее очень много. Здорово. В старости не будут болеть суставы. Вот, а что такое суставная гимнастика? Вот как Суставная можно, гимнастика. чтобы суставы были молодые, эластичные, да? Ну, вот как? каждый день делать вот эти вот бабочку. Да, это мы уже наши это- суставы да, это уже разминаем, суставы да? разминаем. Ну, очень много упражнений, таких несложных, которые можно делать дома, вечером, даже перед телевизором. Перед телевизором. Да. А вот как ты относишься, вот, допустим, вот растяжка, ты такое гармоничное же, да? А ты когда-нибудь пробовала качать железо? Нет, прям? мне это неинтересно. Мне Неинтересно. с самого начала было неинтересно. Мгм. Мне нравится вот именно вот растяжка, да, гимнастика, йога. Она именно такое женская, Да, красивая, женское, да, это вот. точно. Ну, приятно смотреть. Ага, а вот ты говоришь, ты абсолютно не спортивный человек, да? 3 года ты уже занимаешься вот гимнастикой. Как изменилось, во-первых, состояние, а во-вторых, тело? Но я стала увереннее в себе. Уверенная я вообще стала и не только сама, но и мое каждое движение я уже делаю уверенно, да. У меня нет скованности, у меня не болит поясница, у меня не хрустят колени, если давно у меня хрустели колени, сейчас они у меня не хрустят. Ну, вообще легкость в теле появилась. Нет Легкость. скованности, да. Классно. А вы работаете? У вас закончился отпуск по уходу за ребенком? Да, конечно, я сейчас работаю в офисе. Ага. И тоже Из-за вот, этого и вот, тоже, вот да. это вот все делать. А еще какие можно вот дать для спины упражнения именно для тех, кто целый день сидит за компьютером? Это же очень вредно. Можно делать обычные скрутки, это вот сесть не обязательно в лотосы, да, можно вот как удобно. Сидя на стуле, например, да? Ну, сидя на стуле, да, попробовать скрутиться. Мгм. Так вот и вытягивать. Это очень-очень приятно. Да, это очень приятно, полезно и несложно. Это совсем не сложно, очень, Да. очень. Ну и обязательно в другую сторону тоже. А, еще знаешь, я вот прочитала очень интересно, то, что сейчас вот у нас у всех смартфоны, и поэтому все мы вот так ходим, да? И это даже пошло до такого уровня дошло, что у человека там чуть не меняется форма черепа.
да, и вот тоже, опять-таки, можно, вот если вы много проводите время за телефоном, то, опять же, потом начинать вот эти упражнения, да. А для шеи какие упражнения ты можешь посоветовать? Бывает, что шеи, шея ну вот- затекает прямо очень. Для шеи, ну вот эти вот круговые вращения шеи, они тоже от хондроза очень помогают. Мгм. Ну и можно, ну шея, вот плечи, это все одно. Мгм. И позвонки, они все взаимосвязаны, можно лечь вот тоже, скрестив, соединив руки и спускаться. Мгм. Классно. Вот так. Большое спасибо, Татьяна. Мне очень полезные советы. Дорогие телезрители, мне кажется, что наш сегодняшний эфир получился очень женственным, наполненным. И надеюсь, что каждая из вас нашла то, что будет радовать и наполнять именно ее. Да? И желаем вам хороших выходных, будьте с нами в социальных сетях и обязательно повторяйте все то, что мы сегодня делали. С вами была Сарглан